Немножко сказать о творчестве Кати. Много лет назад, я, в принципе, являюсь свидетелями многих ее стихов. Первое, она напишет стих, звонит мне: Оля, я написала стихотворение. Прочитает, мы, значит, поговорим, что, как. И я ей говорю: Катя, у тебя столько стихов, что-то ведь надо делать, как-то надо издать. Еще у нас был председателем Павленко, Александр Михайлович, обговорили вот это, ничего не получилось. И вот в 17 году все-таки мы с Катей сумели, в 17-м ведь, да, первую? Да. Да, в 17-м. Это вот. Вот это, да. Значит, такие у нее детские стихи, вы знаете, вот вообще любые ее стихи, когда слушаешь, ты как бы вот участвуешь в той атмосфере, в том месте, где оно написано, и вот с теми людьми, о которых она пишет. Ты как бы вот все это переживаешь и понимаешь, насколько они какие-то, не то что сказать вот глубокие, но они очень принимаются легко душой и сердцем. И когда она мне читала детские стихи, я сказала: Катя, вот хоть что, но детскую книжку мы должны обязательно с тобой сделать. И вот, значит, первая книжка вот детская, вот «Чудеса да и только», была выпущена вот в 17 году на 2 языках. На украинском и на русском. И когда мы проводили презентацию этой книжки по библиотекам, по школам, такие были прекрасные отзывы, и все говорили, было у нас очень мало, 50 экземпляров всего, значит, такие были отзывы хорошие. И нам пришла думка сделать еще, издать книгу на 3 языках. На русском, на украинском и на коми. И вот появилась эта книга. Вот, да, появилась. Да, вот посмотрите, насколько она красочная, значит, какие красивые рисунки. Значит, и мы с Катей в презентации ездили даже в Нарьян-Мар. Нас приглашали туда, и книга всем очень понравилась. И вот есть такая задумка, может быть, получится, что на грант писать эту, как бы подали мы на грант, может быть, и получится, значит, чтобы эта книга была и в школах, и в библиотеках. А самая такая важная, я считаю, книга Екатерины Ануфриевны, вот эта книга «Дети войны». Вот в этой книге рассказана не только жизнь ее как бы семьи, но и жизнь всех тех, кто пережил эту войну, кто выжил, кто настрадался, жизнь целого поколения. И я просто вот восхищаюсь Екатериной Ануфриевной. Она человек такой, просто очень добрый, очень отзывчивый, очень талантливый. Вот, пожалуйста, на стенде, там, значит, слева ее отец, справа ее мама. Вот тут, значит, публикация, конечно, это часть, маленькая часть вот этих газетных вырезок, значит, где она печаталась и на Украине, и здесь. Но она не только пишет стихи, пишет новеллы, вот тоже книжка «Легенды», новеллы, вот. Но она еще и сочиняет песни. И вот сегодня я вам спою одну из ее песен. Песня посвящается ее маме, потому что то, что пережила ее мама, действительно достойно, как говорится, такой памяти и такого уважения к ней. Воспитать 4 детей в таких трудных условиях, это действительно очень трудно. Но как Катя не сказала, как мама строила хату. Когда мама, значит, решила построить хату, ей помогали все село. Насколько вот люди были отзывчивые, добрые, и, как говорится, всем миром построили хату. Это называется на Украине толока, когда люди безвозмездно приходят, и в Коми эта традиция, так ведь, когда всем селом, всем миром помогают, строят хаты.
Ну вот эта песня называется «Матери». Я приду, я приїду до тебе, як вишні поспіють. Ти не сильно, матусю, без мене скучай, хай мені, як колись, на порозі зустрінуть твої очі блакитні і зоряний край. Піду на світанку до рідної хати, упаду тобі в ноги, як з листя роса. Ти пробач мені, рідна, заплакана мати, що давно посиділа у тебе коса. Не виплакуй, донця, засмучені очі, собери на порозі, на подворі гостей за столом, і черневі замріяні зоряні ночі ще не раз ми зустрінем за нашим селом. Заспіваєм з тобою подлий шепет вишневий, про рушник вишиваний і зоряний край. І прониться ранок яскраво зелений, зашумить над дорогою листя мігай. Я приїду до тебе, як вишні поспіють, загориться сережками в лузі верба, волошковими зорями ранок зустрінуть позолочені промінем жовті хліба, позолочені променем жовті хліба. Я приїду до тебе, як вишні поспіють. Вот такая замечательная песня.